Кто такие ингуши и откуда они произошли? Ингуши происходят от древнего населения Кавказа, их предками считаются носители кобанской археологической культуры второе тысячелетие до нашей эры и более ранние автохтонные племена. Формирование ингушской народности как самостоятельного этноса происходило примерно с первого тысячелетия до нашей эры до Средневековья на основе общих с чеченцем монахских корней. Ингуши – один из древнейших коренных народов Северного Кавказа, относящийся к нахской языковой группе. Вместе с чеченцами они составляют вайнахский этнос. Основной регион проживания – Республика Ингушетия в составе России. Также крупные диаспоры есть в Чечне, Ставрополье, Москве и за рубежом, особенно в Турции и Казахстане. Ингушский язык – важная часть национальной идентичности. Он сохранился и преподается в школах, используется в литературе и СМИ. Впрочем, в быту все чаще звучит русский, особенно среди молодежи. По данным ДМИК, данные межнационального и культурного характера, ингуши гордятся своей традиционной культурой, кровно-родовыми отношениями, тайпами, гостеприимством, почитанием старших и честью. В фольклоре ингушей эпосы, связанные с героическим прошлым, борьбой за свободу и выживанием в горах. Но история ингушей – это не только культура, но и постоянное давление со стороны центральной власти. Репрессии, проводимые сначала советским руководством под руководством Сталина в 1930-1950-х годах, а затем и современной Российской Федерации в 2000-2020-х годах, включали попытки стереть национальную идентичность, лишение территорий, аресты активистов, запрет митингов. Все это продолжается и сегодня. Словно повторяется трагедия, снова депортации, снова страх и вытеснение. История маленького народа как зеркало политики большого государства. В 1944 году ингуши были депортированы вместе с чеченцами в Казахстан и Среднюю Азию по ложному обвинению в сотрудничестве с фашистами. Операция «Чечевица» проводилась НКВД по приказу Иосифа Сталина. Вернуться на родину они смогли только в конце 1950-х, после разоблачения культа личности. Это оставило глубокую травму и повлияло на демографию. Часть ингушей так и осталась за пределами Кавказа. Сегодня ингуши около 500 тысяч человек. Несмотря на исторические потрясения, они сумели сохранить язык, традиции и сильное национальное самосознание.